Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Клевая Рыбалка. Сегодня я приглашен в качестве жюри, наблюдателя и съемочной группы снять вот такой вот сюжет. Сегодня у нас соревнование по карасю. Тойон Собо называется. То есть Тойон это как главный карась. Вот так вот. Все районы выдвигают своего, все участники выдвигают по одному карасю, выставляют, и этот карась взвешивается онлайн, потом подводится итог и выявляют самого большого карася в республике. Раньше этот конкурс проводился как бы онлайн, офлайн режим, то есть в реале, да, а можно было самому потрогать, посмотреть на этого огромного карася. Но сейчас в связи с пандемией все это проводится онлайн, то есть посредством интернета. Поэтому многие участники, конечно, еще не смогут принять участие, потому что у нас в республике интернет не такой хороший, но у кого есть интернет, те все, конечно, будут стараться принять участие. Итак, вот сейчас мы находимся в здании охраны природы, и вот в актовом зале нам разрешили создать вот эту конференцию. Благодарность огромная Юрию Петровичу за приглашение. Юрий Петрович это директор Баянай, журнала для охотников и рыбаков Баянай в республике у нас. Очень популярный журнал. Также он отправляется абонементом по России. И поэтому вы можете смело подписываться на этот журнал. Так, здесь у нас Александр пришел. YouTube канал Баянай. Вот. Друзья, подписывайтесь. Туяна Семеновна, его супруга, да. Вот. Здесь Юрий Петрович сидит, вот. Главный редактор журнала. Юрий Петрович, как настроилось? Настрой хорошо, все нормально. Нормально. Оборудование все работает, да? Работает, конечно, в дальних районах это интернет работает не очень хорошо, поэтому многим трудно, конечно, с нами связаться. Но потихоньку уже наши участники видим в экране. Так, 3 минуты осталось. Уже настроили свои компьютеры, кто-то телефоны. И надеемся, что у нас... То есть это можно прямо из дома, да, из телефона, да? Многие сидят дома, а кто-то сидит в администрации. Многие главы районов этих наследов поддержали своих рыбаков, и они пригласили к себе в администрацию. Отлично. А коротко информацию можно? Сколько участников? Какие призы? В данный момент у нас участников... Сколько участников? 11? 10 участников. Некоторые из-за интернета не смогли, из всей связи. Но ничего страшного. Многие заранее знали про наш конкурс. И что интересно, многие будут по республике следить за этим конкурсом сегодня в онлайн формате. Надеемся, конкурс пройдет все нормально. И мы сегодня выявим самого большого карася. А призы, получается, вон там, да? Призы нам стоят, призы, там кубки. И у нас автор журнала Баянай Василий Николаевич Никентьевич учредил якутский нож, и там свои сувениры установил. И также директор охотничьего магазина Арбасов Алена Алексеевна, Афанасий Пантелеймонович нам его призы, это будет сертификат от магазина охотника Ярославского. Спасибо. Так, как вы видите, карась. Посмотрите, чешуя какая. Татьяна, это что за карась? Сейчас мы покажем сюда. Футболка дегоди, как должно делать? майка на номер. Алена Алексеевна, это он и ты, регенер кахвитер, привет. Кахвит таппаты. Кем калда? Так. Владимир Строя Бигистанда. Тойон Собо, вот написано. Это первое место, да? Первое место. Это наш автор подарил. Хорошо.
Халыахпыт. А так, кто тебе танкер, основной технология. Маннык хепте. YouTube канал устар хепте. Вся Россия будет смотреть, онан хебястан беги. Звук барбатты? Неучалы видео вот. Инициатор проекта вот этого нашего конкурса «Самый большой карась». Дальше у меня рядом сидит Вячеслав, извиняюсь, Василий Михайлович Никифоров, выпускающий редактор журнала «Баянай», Татьяна Валерьевна Григорьева, редактор журнала «Баянай», а дальше Вячеслав Бродников, известный республике блогер YouTube канала «Клевая рыбалка». У него более 420 тысяч подписчиков. Сейчас слово дадим Татьяне Григорьевой. Витальевна Горохова баргын ди. Или Генериков? Горохова Анастасия Витальевна. Добрый день, уважаемые участники конкурса. Поздравляю вас всех с традиционным конкурсом Тойон Соба, самый большой карась. Ну, коротко я расскажу, как это все проводилось, началось. Так, в 2005 году мы, редакция журнала «Баянай», каждую среду проводили в доме Арче такие тематические вечера. Там приглашали охотников, там рыбаков, там и оружейники были. И там мы собиралось до 100 человек этому каждую среду. Потом мы ездили по районам и встречались с своими читателями. И проводили такие тоже тематические вечера. Эти вечера собирали очень много народу и проводились в очень доброй душевной обстановке. И многие просили нас, нашу редакцию, чтобы мы выступили с предложением учредить День охотника в Республике Саха. И мы благодаря нашим читателям написали письмо. И в 2012 году Ильдархан учредил в нашей республике День охотника. После этого мы начали с 2013 года в Доме Арчи проводить такой конкурс. Это в ноябре мы проводим. Ноябрь у нас месяц считается у якутов. Это месяц Баяная. И вот в ноябре мы начали проводить такой конкурс «Самый большой карась». И в Доме Арчи собиралось очень много народу, с разных улусов привозили большие караси, и там мы проводили разные конкурсы, выступали артисты, и в конце мы, после этих конкурсов, мы... Это средний карась. 394 грамма показывает, да? Вот так. Вот так должны показать. Ну, у кого другие весы, пускай даже будут, но главное, чтобы они показали этот пакет, чтобы пакет пустой. Вот развернули, и вот положили пакет, и вот такие весы, такие вот электронные весы, такие весы тоже пойдут. Но главное, чтобы там четко видно было, сколько весит это. Да, постоянно участника знает, что карась должен быть мерзлый и без льда, очищенный от льда и снега. В таком натуральном виде. Так, итак, начинаем. Так, начинаем по мере поступления заявок. Как уже говорили выше, участников 10. 10 всего. Вот Анастасия Витальевна Горохова, ну, какая-то проблема есть сейчас, мы не можем на нее на связь выйти. Так, Татьяна? Подождем. До конца конкурса будем. Так, ну, тогда отложим Анастасию Витальевну Горохову из Верхоянского улуса. Следующий участник. Петр Аркадьевич Дьяконов, Кобяйский улус, село Мукутюк. Так. Здравствуйте. 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 Слышно, да? Слышно, слышно. Алло. Петр Аркадьевич, давайте весы ваши. Да? Весы где ваши? О. Весы, да? Ну, А что он тоқтугун Весы у меня вот такие кухонные. кухонные. Здесь электронные. А? Так, ну, Главное, что видно. да, видно было. Остальные участники тоже готовьте, чтобы время не Я хотел тянуть. бедных Вот так. он хотя бы Видно, да? Видно?
Теперь, Федор Аркадьевич, Это карася просто покажите. красоты. Карася покажите нам, членам жюри. С другой стороны. Да? С другой стороны. Себе вот именно вставить. Вот. Теперь положите на весы, На весы. не торопясь. А что он видео зону тут-то? Ага, что он который рем WhatsApp. Там блин рем рем на хатах кирен WhatsApp. 2 килограмма 218 грамм. Так, Сурейра, Василий Михайлович, напиши. Магнат. Сейчас журнал сразу, да? 18 или 19. 19. 19 грамм. Ага, 2 килограмма. Хорошо, хорошо. Так, Петр Аркадьевич, тогда с вами мы все. Да, пока не уходите, до конца сидите все участники. Третий участник Алена Алексеевна Эрмекова, Кобяйский улус, село Моста. Карась из озера Выранаталах. Давайте, где ваш карась? Так, есть карась с другой стороны, покажите. С другой стороны. Разверните. Карася разверните, пожалуйста. Итини улатынан көбөк кейді, атан қадық. Так, О, бутан багайын, да? хорошо, ну давайте попробуем. Ну, чувствуется большой карась. Ну, Кобяйский же район. Это что? Она не может выйти на связь. Алена Алексеевна, Ага, покажите Костя, ага. ближе, поближе. Хата каля. Не, нам покажите. Костер. Вот где. Вот где. Поближе, поближе. Поближе. Менин камера чуга хаттах пунен хаңарар ди. Ну, нам Килограмм. килограмм 690. Все. Так, все. Спасибо. Следующий участник Анатолий Валерьевич Яковлев. Это Сунтарский район Кемпендяи, но его самого нет. Его представлять будет его представитель Алексей Игнатьев. Есть такой? А, вот сидит. Давайте, Алексей. Здравствуйте, коллеги. Алексей, покажите карася. Қолыр бұл кейіне оны кейу латынан маны көді бәтті. Конкретно. О, аяқары не көстерді. Да, бараларға маны көстере бұл. Так, ну, я предупредил это. Закрепить тере. У нас весы такие. По правой дамбр. Вот. Так. Поближе, Поближе. поближе не видно. Закрепить на курок. Вот. Бұл варды управление, это самый главный. Ну, показывай. Канал. Бұл варды. Бұл, да? Лидера. Отслеживать видео или как? Так. Участник исчез, пропал. Көстер дети. Кені ол тақтар. Видно, да? Так. Выйди не вот так. Кило 403 Атын грамма. кебит. Да. Килограмм 403 Отслеживать. килограмма. Спасибо. Это Анатолий Яковлев Тарас, его представитель Алексей Игнатьев. Спасибо. Так, следующий участник. Иннокентий Егорович Трекаловский. Окей, ну Мегин Каргаласский улус, село Майя. Озеро называется Манчар-Лах. Где тут у нас Иннокентий Егорович Трекаловский? А, вот. Сейчас переключат. Деньгах, да? Сейчас переключат. Во. Давайте. Во. Ага. И тут вы тамаганы да халгынабы туту карына белләди. Көреді. Так и лет. А, хорошо, давай. Ага. Так. Весы. Иннокентий Егорович. Оп. Ямык, мамык. Вот. Так. Костюмет. Не видно?
Эти расы Да. я не верю. Килограмм 529. Да. А, Да. сколько что видно? Ага. 529 килограмм, 529. кило 529 грамм. Так, есть такое дело. Все, спасибо. Следующий участник. Республики, рекорд республики у нас принадлежит нашему наследию 2 килограмма 816 граммов. Помним, помним. Олег Николаев, пожалуйста. Олег, давайте. Так. Поднимите. Так. Так, поближе. Так. Так. Не видно, ребята. Не видно. Не видно. Сыпарата көстүбет. Костювет, костювет. Сыпаран көстүбет. Поближе. Табулуата көстүбет. Так. Так. Хуа килеен көст. Хуа килеен. Не видно, не видно. Үһәттен көддер. Келепені чугатан көддөрдүнне. Телефоны чугатын. Камераны чугатын. Оны үһәттен Поближе. ос. Поближе. Килограмм 800. Көстүбет. Не видно, не Килограмм видно. 800 кило. Ну, нам не видно. Эти киндер не писылар было, не видно, не видно. Вот это. Во, я во, все во. слышала. Килограмм 800 А, ровно. килограмм 800. Вот видно. Килограмм 800. Ага. Төгүләттер барларын каян кепсин. Так, хорошо. Так, следующего его... Байыры. Вайрон Николаевича Иванова Карась где? Его, он предупредил, его не будет. Николай Николаевич, сейчас. Где Карась? И у нас под именем Луно Байрон Николаевича 2 карася. Лунов уже сын крупного поймал. Ну. Карась и Лунов Николай Байронович. Мудов Николай Байронович. Так. Так, кило. 2, 5, 2, 15, Килограмма 10. 2, 10. Сколько там? 15. А? 2 кило 15 грамм написано. Ага. 19 будах. Не, это у нас так может показывать. У них Сколько там показывает? Сколько, скажите? 10. 2 килограмма 10. 10. Да, 2 килограмма 10. Ну, я говорю, это у нас так показывает. А, Так, теперь, купить. так, Вайрона. Вот еще второй. Так, Байрона Николаевича. хорошо. Байыры нолы ким dedi. Николаевич. Килограмм 795. Видно, Николай Килограмм Байыры. 795. Видно, да? видно. Вот такой отличный карась. Так, хорошо. Вот и карась. Отличный. Теперь Все. Захар Петрович есть такой? Так, Сарай Петрович, вот Алексей Захар Петрович. Давайте. Пока самый крупный карась. Я давай. Имеется у нас. Вас покажем. 2 300. Сколько там? 2 700 40 граммов. 2 340. А? 140. 2 340. 2 340. Ого, самый лидирующий. Хорошо. Лидер. Так, все. Буквально пару слов. Югуляцкий наследник Вилюйского района вообще молодцы. Ежегодно с самого начала проведения конкурса принимает самое активное участие. Вот как глава наследия сказал, у них рекорд принадлежит еще раз 2 килограмма 800. Ну, для интереса можно вот замерить бы, да? И рядом есть этот... Молодцы, так держать, глава. Поддержите своих Да, рыбаков. если метровка, и пускай замерит. А у вас есть сантиметровка? Вот, Самое большое карася вот этого последнего вашего участника. Длину и ширину. Длину, А длину. сейчас метровку сделаем, а? Ага. Сейчас Покажите, а сколько будет. Для интереса вот. Вот у рыбаки так меряют. Ровно 44 сантиметра. 44 сантиметра. Вот. А то, понимаете, рыбаки обычно вот так показывают. Поймал вот такую. Ага. Ну сейчас, знаем, вот 44 сантиметра карась. Хорошо, спасибо. Следующий участник. Следующий участник Неустроев Владимир Анатольевич.
Верхневилюйский улус, село Батулу. Есть такой? Сейчас переключим на него. İlgileri göster. Bak. Татьяна, ты ключи Мудена записывай, Татьяна. Татьяна. Да, да. 40 сантиметров. Так, Видите? Нестрой Владимир Анатольевич. Владимир не строит. 40 пегов я вижу. У него помощник есть там и ребенок. Так, так. Что же весы? Первый раз вижу такие весы. Он на весы сначала положил и потом нажимает. Надо снять. Снять, пока снять надо. На нуль надо поставить. Заново, заново. Снимите, карася снимите, пускай там обнулить надо, обнулить. Так, теперь положите. Киля ключ. Положили. Киля осусь. Кило Так, 800. хорошо, не видно, сколько Киля килограмм. осусь. 800? Тюгата, кадрина, тюгата. Кило 800. Кило 800, да? Сколько там? Кило 800. Кило 800. Все принято. Спасибо, снимите. Мы на связи? Да, да. Так, итак, дорогие участники конкурса у Маханцова, мы подвели, члены жюри подвели итоги, и мы по номинациям, давайте с 5 места, обычно сзади называет во всех этих соревнованиях. Итак, по номинации Комиш Хатрык, золотая чешуя, становится Владимир Анатольевич Неустроев, Верхневилюйский улус, село Батулу. Его карась 100 килограмм 800 грамм, длина 40 сантиметров. Вот он получит вот такой приз. Так, Юрий Петрович показывает. вот диплом. 100 килограмм был бы, да? И сертификат от 1800. магазина грамм. Охотник до Ярославского. И вот такой кубок. И приз от нас отдельный Это тоже. вот журнала «Военная». И еще отдельный отдельный приз приз от нас редакции журнала «Баянай». Вот, редакция журнала «Военная». Тоже отдельный приз будет. Отдельный приз будет. Будет. И также журнал «Календарь» будет. Так, далее. Поздравляем. Далее. В номинации Астык Собо отличный карась становится Олег Александрович Николаев. У него карась весит килограмм 800, но длина у него его карася 41 сантиметр. Получает вот этот такой приз. Так, такой же вот диплом, сертификат от магазина «Баянай» и также кубок. Журналы, календари Журнал и календари. и приз. Поздравляем. Спецприз. От журнала. От журнала «Баянай». Номинации Искал Собо и Кристый карась становится Иванов Николай Вайронович, Блюйский район, Югуляк. Его карась 2 килограмма 100 грамм, длина 42 сантиметра. Так, вот, поздравляем. Также вот диплом, сертификат и кубок. Поздравляем. Николай Байров. Да. Далее. Номинация Мисс Собо. Жирный карась становится Петр Аркадьевич Дьяконов, Ковяйский улус, село Мукучу. Его карась весит 2 килограмма 219 граммов, длина карася 38 сантиметров. Рыбаки вот так. Так, также вот сертификат, диплом и кубок. Поздравляем. Хорошо, отлично. Ну, Самые кульминации, да. да. Первое место занимает Манума. в номинации Тойон Сова. Будики унарман. Царь Карась становится Захар Петрович Алексеев, Блюйский улус, село Игуля. Так, Карась его весит 2 килограмма 340 граммов, длина 44 сантиметра. Вот так. награждается Кадры. якутским ножом от нашего вот спонсора
якутского ножа Васильев Николай Никентьевич Сочукутукай. Это автор нашего журнала. Вот он нам несколько призов предоставил. И вот поздравляем самого вот гран-при, как говорится, гран-при получил. Кто сказал? Еще раз повтори-ка. Алексеев Алексеев Захар Петрович. И вот также кубок. Поздравляем. Поздравляем. Так. Бурятский наследник, вперед! Все, да? Уважаемые товарищи, Всех. дорогие друзья, участники конкурса нашего традиционного, очень надеемся, что в будущем году и эта пандемия закончится. Мы не так вот так через компьютер, по электронному интернету живую интереснее. Будем надеяться, что в будущем году обязательно в начале декабря встретимся вживую. Будем надеяться. Всех поздравляю. Всем спасибо за участие. И всем участникам от журнала Баянай такие календари и журнал Баянай. О, календарь с Вячеславом Бродниковым и журнал Баянай. Всем участникам спасибо за участие. Спасибо. Всего хорошего. Так, Всех поздравляем с наступающим Новым годом. Будьте здоровы, не болейте. так, и вот за призами можете подойти по новому адресу. У нас мы переехали. Курашова 44, 7 этаж, 7 кабинет. Так-то запишите и можете через кого-то там, через родных получить свои. Но обязательно заранее отправьте вот, чтобы кто получает, пускай с вашим паспортом, вот в этом телефоне, пускай вашим паспортом подойдет, мы с радостью вот вручим эти призы. Уважаемые организаторы, такой вопрос. Так а может сделать еще у желающих участников с других регионов через Zoom? Можно, конечно. Ага. Можно, да? Можно, конечно. Ага. Но надо расширять. Из России, например. У них же тоже есть караси? Можно. Для интереса. Не только Россия, там хоть кто может же участвовать. Какой регион, да. 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 Даже из Финляндии может там, да, или... Да, я думаю, что это было бы вообще прикольно, хорошо было бы, да, круто. Итак, дорогие друзья, вот сейчас уважаемые организаторы дали добро только что на проведение в следующем году, принятие участия вас. Вы также можете принять участие, так что ловите, готовьте ваших карасей, и, возможно, на следующий год вы также будете участником этого конкурса и выиграете ценные призы. Ну, этот конкурс мы проводим с 2014 года. Два проводили в доме Арчи. Там народу собиралось тоже очень много. В этом конкурсе не только проводили самый большой карась, там были разные эти народные мастера приносили своих изделия, якутские ножи, что угодно там. Сперва проводился обряд такой, после этого мы проводили вот конкурсы, там приглашали артистов с концертами, с такими этими очень интересные такие вечера проводили. Ну для чего это мы все делаем? Ну у нас якутов рыбалка, вот, особенно карась, гальян, самые голодные, холодные времена. Это благодаря им наш народ выжил, если так сказать. Потому что очень много озер у нас, кто живет возле рек, они, конечно, ловят речную рыбу. А основной вот в центральных районах, везде вот, наши предки вот, занимались охотой и рыболовством. Охота тоже такой вид, не каждый раз там зверей много бывает. Какое-то время бывает мор, но вот поэтому наши предки добывали вот карася и гальяна. Я хочу привести пример. Моя бабушка Борисова Акулина Васильевна в военные года, в 1942 году, когда щурокчинцев всех переселили в северные районы, она осталась, несколько там женщин остались в колхозе, и они присматривали за коровами, там ферме. И вот весной начался голод, начали они с голода, люди начали есть прямо
снимать шкуру из дверей, да, двери обшивали шкурой же, и начали вот шкуры даже есть, многие умерли от голода. И вот моя бабушка, вот она возила на лошадях сено для фермы, и после работы она каждый вечер, ну, после работы она вот куюром такой есть с очком, она вот старалась поймать рыбу. И вот на 5-й или какой-то день она попала в такую яму, и где-то с одной лунки они вытащили там где-то 7-8 мешков карасей и выжили. И поэтому вот многие там старые бабушки там рассказывали, вот благодаря Акулине мы вот остались живы. Поэтому вот этот такой вот я проект создал, и как бы в честь своей бабушки, вот такой проект. И вот надеюсь, мы редакция журнала «Баянай», как и День охотника, мы с нашей подачи в республике в 2012 году Илдархан, в то время работал Илдарханом Борисов Егор Афанасьевич, он учредил День охотника. И я хочу сказать, это, наверное, в России впервые, наверное, в нашей республике учредили День охотника. После этого мы вот по просьбе наших читателей взялись вот за такое дело, чтобы учредить День карася в республике Саха. Ну, когда-нибудь, наверное, это будет у нас такой праздник День карася. Это мы ежегодно проводим такой конкурс. И очень интересный. Вот сейчас, раньше мы проводили все это в больших этих зданиях, народу собиралось очень много. Там несколько конкурсов было, там даже вот поедали, карасей ели на это, кто сколько карасей, там как быстро съесть, как тесто съесть, и разные свои игры проводили, концерты. Еще интересно, вот главы улусов, наш глава Черновцинского наследия, Черновцинского района, Черло Чепара, он Попов Нюргун, специально привез несколько мешков карасей, кто живет в Якутске, и пожилым людям раздал эти карасей. Это такая традиция у нас. То есть, все делятся, кто-то добыл, и обязательно должен делиться со своими там родными, неродными, там, пожилыми людьми. Я надеюсь, что такой конкурс будем проводить еще каждый год, и надеюсь, что ареал наших участников расширится. Так что приглашаю со всех регионов участвовать в нашем конкурсе. Этот конкурс мы обычно проводим в конце ноября. Ноябрь у нас считается месяц Баяная, и, конечно, в конце ноября заканчивается рыбалка. И вот все поймают, многие поймают и будут участвовать в нашем конкурсе. Так что приглашаем в наш конкурс. Всех поздравляем с наступающим Новым годом. Желаем вам крепкого здоровья, успехов и, как говорится, удачи. Спасибо. Спасибо вам.